Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Рождество в шапке и рядом с обогревателем. Праздничные выходные жильцы одного из домов в Якутске встречают совсем не в теплой атмосфере. Светлые эмоции в день Рождества Христова. Филармония Якутии совместно с Якутской епархией организовали праздничный концерт. На улице трескучий мороз, но отшельникам он не помеха. Члены чайного клуба в Якутске впервые в наступившем году отправились в пеший поход. Владимир Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выдаваемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой. Правительство России совместно с органами исполнительной власти в регионах рассмотрит вопрос обеспечения земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей, необходимой инфраструктурой, то есть инженерной, коммунальной и социальной, а также финансирование соответствующих расходов, говорится в поручении президента. Напомним, тема развития таких земель была ранее затронута на большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря. Министерство ЖКХ и энергетики Якутии контролирует безопасное прохождение отопительного сезона в новогодние выходные дни. Все объекты коммунального комплекса энергетики работают в штатном режиме. Из 1165 котельных 1110 обеспечены резервными источниками питания. Остальные работают по функции естественной циркуляции. Об этом нашему телеканалу сообщил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. В целом, персонал, который работает в ресурсоснабжающих предприятиях, прошел специальную инструкцию. Также проверили работоспособность резервных источников на всех объектах. Что касается работы объектов энергетики по состоянию на сегодняшний день, также замечаний по работе оборудования персонала нет. Между тем, в период прохождения отопительного сезона зафиксировано 160 технологических нарушений на объектах энергетики и коммунального комплекса. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество технологических нарушений у нас уменьшилось на 12 единиц. Основная причина, конечно, по объектам энергетики — это излом траверс, это стихийные погодные явления, это влияние сторонних лиц на работу объектов энергетики и коммунального комплекса. Но остаются единичные проблемные случаи. Морозы омрачают праздничные выходные жителям дома по улице Полины Осипенко в Якутске. Вот уже неделю жильцы вынуждены круглосуточно следить за включенными обогревателями, так как в этом доме серьезная проблема, связанная с отоплением. Надежда Саханская разбиралась в ситуации. Рука лежит спокойно. Вот сколько времени я ее держу. В таких условиях мы живем. Жителям приходится ходить по дому почти что в верхней одежде и теплой обуви. Температура воздуха в комнате плюс 5 градусов. Если прикоснуться к полу, то можно ощутить, насколько он ледяной. К слову, полы в этом доме только черновые. И чтобы хоть как-то спастись от холода, некоторые жильцы начинают эти полы наращивать. Ветерок, фен, теплая вода, соль. Там каких только уже ритуалов нету, лишь бы не замерзло. Электроприборы в доме приходится включать по очереди, иначе выбивает пробки. Учитывая, что обогревательные приборы включены почти круглосуточно, счета за электроэнергию приходят просто шокирующие. Там цвет дикий, вода дикая, это же все, это же кошмар какой-то. Ну воду, ладно, научились, отогреваем там от этого. Но опять же мы ее воду свою льем. А свет это в ноябре, как принесла 9000, я чуть не упала. Плюс 12 за квартиру, представляете? Здание дома было признано аварийным в 2018 году, и оно не входит в программу переселения. Более того, отопительная система в доме нарушена. Когда в квартирах на 1-м этаже устанавливается нормальный температурный режим, в квартирах на 2-м начинается невыносимая жара. В связи с так называемым перетопом сотрудникам управляющей компании, которая обслуживает этот дом, периодически приходится сбавлять нагрев, из-за чего жильцы 1-го этажа снова начинают замерзать. Во-первых, там кто-то из жильцов со 2-го этажа позвонил в службу наладки регулировки ТЭЦ. Сказали, что очень жарко. В службу наладки регулировки выехали и сделали норматив на дом. При таком нормативе 1-е этажи мерзнут, так как у них нет ни у кого на 1-м этаже черновых полов.
Такая проблема тянет за собой целую вереницу ритуалов. Сначала с утра проверить, не перемерз ли водопровод, удостовериться в том, что обогреватели работают, и, конечно, снова позвонить в управляющую компанию. Да, мы аварийные, мы понимаем, что они нас только будут обслуживать, если что-то случится. Но в данное время у нас случилась катастрофа. На улице минус 50, в квартирах 5 градусов. Как нам выжить? Тем временем в течение дня специалисты по теплоналадке выехали по адресу и провели регулировку системы отопления. После этого в квартирах аварийного дома по улице Полины Осипенко стало несколько теплее. Однако надолго ли? Мы продолжим следить за ситуацией. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Я уже все передала. Идем далее. Автошколы с 1 марта будут обязаны предоставлять в ГИБДД список учащихся для их проверки. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов водителей тех, кто был лишен прав, или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Кроме того, проверят сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права в автошколу в течение 3 дней направят соответствующую информацию. Далее о темах, связанных с коронавирусом. Случаи заражения омикроном выявили у людей, не покидавших страну. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в условиях распространения нового штамма регионам России необходимо принимать серьезные предупредительные меры. При этом, как отметил министр, эффективность вакцины «Спутник Ви» в отношении омикрона во много раз выше, чем у западных вакцин. Случаи заражения штаммом коронавируса омикрон зафиксированы в регионах у людей, не покидавших страну, сообщил Мурашко. Теперь к эпидобстановке в регионе. Еще 74 человека заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске фиксируют 32 случая заболевания, сообщает Оперштаб. В Мегино-Кангаласском районе заболели 11 человек, в Среднеколымском 9, в Алданском 7, в Мирнинском 5. Еще 3 случая в Татинском районе, по 2 в Тампонском и Хангаласском, по 1 в Амгинском, Горном и Нюрюнгринском районах. Между тем, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 62,5%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что по состоянию на 6 января первый компонент вакцины поставили более 79 миллионов раз, а вакцинация полного цикла проведена 75 миллионов 113 тысяч раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%, добавила Голикова. Неделю назад данный показатель составлял 61,8%. В день Рождества Христова филармония Якутии совместно с Якутской епархией сегодня провели концерт. Симфонический хор исполнил песни в рамках 9-го рождественского фестиваля искусств. В программе концерта прозвучали молитвы, положенные на музыку современных композиторов. Также отдельного внимания удостоились и рождественские колядки, один из символов религиозного праздника, который славит рождение жизни Христа и дарит людям светлые и положительные эмоции. Это получается, знаете, такая связь с разными городами, потому что обычно мы исполняем эту музыку тех композиторов, которых нет живых. Это они так чувствовали, они так понимают Господа, они так его здесь внутри чувствуют. А это особенно характерно сегодня тем, что мы поймем наш народ современный, тот, который сейчас живет в нынешней жизни, в нынешних условиях, как он понимает Бога, как он его чувствует, как он радуется его, допустим, сегодняшнему празднику. В канун самого светлого праздника Рождества Христова торжественно выписали первого новорожденного в юбилейном году в Татинском районе. 2 января ребенок появился на свет в семье Заровняевых из села Чичимах. Это 3-й мальчик в семье, старшим сыновьям 10 и 7 лет. Маме вручили памятный сертификат «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей, учрежденный главой республики Айсаном Николаевым, а также денежную выплату администрации Улуса. Эти средства семья планирует использовать на строительство частного дома в родном селе. Якутянин появился из села Чичимах. Чичимах – это родина нашего выдающегося философа, ученого Кулаковского Алексея Елисеевича, Ксякуляра Алексей. Это очень символично. Нынче его юбилей 145-летие, поэтому Ксякуляр Алексей и, как говорится, приветствует, поздравляет столетие нашей автономии. Надеемся, что ребенок, мать, они, здоровье у них
сейчас нормально и на расчет полезным, нужным гражданинам нашей республики. Члены чайного клуба «Отшельник» в Якутске впервые в наступившем году отправились в пеший поход до Магана. Несмотря на мороз, на чайный трип согласились 3 человека. Об отшельниках расскажет наш корреспондент Елизавета Васильева. На улице трескучий мороз, на отшельникам он не помеха. Нынешний чайный трип протянется до села Маган. Члены клуба успеют поймать солнечные лучи высоко на холме, сполна насытиться свежим морозным воздухом и непременно заварить в дороге ароматный чай на костре. Я сама любила чай, с малых лет пила чай. И вот пеший поход для меня это впервые волнующе. Сам чайный клуб организовал житель Якутска Аял Акимов 1,5 года назад. С тех пор любители организуют чайные беседы в городе и походы на природу. Приглашают интересных людей, устраивают вечера, там и зарождаются новые проекты. В программу также входит медитация. Сейчас общее количество последователей чайного клуба приближается к 2000. Несколько лет назад я начал увлекаться китайскими чаями. Я сам прожил в Китае около 2 лет, и там вот я уже непосредственно на родине чая начал изучать это как-то углубленно, и в какой-то момент заметил то, что это начало оказывать на меня благотворное влияние, и в какой-то период я понял то, что я хочу этим полученными знаниями, умениями делиться с окружающим меня миром. Наши последователи — это абсолютно разные люди, у нас нет возрастных категорий, нет гендерного разделения, да? Любой желающий может принимать участие в наших мероприятиях. Присоединиться к клубу может любой желающий. Сделать это можно через социальные сети или по предварительной записи по телефону. Новичкам здесь всегда рада. Как гласит девиз клуба «Живое общение, обмен положительными эмоциями, панацея в условиях нынешних реалий». Самое главное – заварить для беседы вкусный чай. Елизавета Васильева, Джоуси Накентьев, Якутск. В завершение о спорте. Завтра стартует чемпионат Якутии по вольной борьбе имени Николая Тарского. Канал НВК «Саха» покажет прямую трансляцию соревнований 8 и 9 января. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Парус» в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На чемпионате отберут 80 лучших борцов для участия в финале 8-х спортивных игр народов Якутии, которые планируют провести в июле в Усть-Алданском районе. Смотрите предварительные схватки на телеканале «Мамонт» и YouTube-канале НВК «Саха», а основной канал покажет полуфинальные встречи и финал чемпионата. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.